Здравствуйте. Выскажу свое субъективное мнение об итогах сентябрьских выборов 2015 по Республике Саха-Якутия. В принципе, какие напрашиваются основные выводы? Их два. Первый – это вернулся кандидат против всех после долгого отсутствия. А во-вторых, «Единая Россия» знавала времена и получше. А теперь подробнее. По итогам этих выборов рассмотрим итоги выборов глав поселений. На 103 места претендовали около 400 кандидатов. То есть выборы были конкурентными. И по итогам 64 кандидата избранные, 64 кандидата, выдвинутые партией «Единая Россия», одержали победы. А на втором месте у нас оказались самовыдвиженцы. Института как такового не существует, то есть они не объединенные друг с другом, наоборот разобщенные, но тем не менее одержали победы 34 выдвиженца, в том числе 12 из них, то есть более трети, это также единороссы. А на третьем месте сенсации оказалась не какая-либо политическая партия, а против всех. В 3 муниципальных образованиях это поселок Беркакит, город Алдан и поселок Ленинский Алданского района. Большинство избирателей проголосовали за графу против всех кандидатов. И на 4-м месте оказалась партия «Справедливая Россия». То есть, если мы возьмем только партии, то справоросы в очередной раз доказали, что в настоящий момент именно они в Якутии являются партией номер 2 на 2-й позиции. В выборах участвовали 7 политических партий. К сожалению, ЛДПР, КПРФ, Пенсионеры за справедливость, Женщины России, а также Аграрная партия не смогли их кандидаты ни в одном муниципальном образовании одержать победы. То есть мы видим, что самая весомая сила – это «Единая Россия», хотя были времена и получше. 64 кандидата, выдвинутые партией, плюс 12 самовыдвиженцев, получается 76 кандидатов. Тем не менее, мы видим, что в таком значимом городе, как Покровск, победу одержал самовыдвиженец, и он смог обойти и выдвинутого единороссами, и выдвинутого КПРФ. Также мы видим, что в некоторых муниципальных образованиях выиграли единороссы, но не те, которые выиграли праймерис, а те, которые выступили самовыдвиженцами. Получается, что качество праймерис оставляет желать лучшего. А самое большое этому доказательство – это выборы в 3 муниципальных образованиях, где победил кандидат против всех. Но на самом деле Якутия показала себя очень демократичной республикой, потому что на этих выборах сентябрьских 2015 года только 6 регионов Российской Федерации осмелились ввести свои избирательные законодательства в свою графу против всех, в том числе и Якутия. Кроме нас это сделали еще Карелия и 4 области. Графа против всех вернулась только на выборы муниципального уровня. Другие регионы присматриваются, прислушиваются, как это все повернется. Но мы первые ввели, первые на этом обожглись и первые делаем работу над ошибками. И основная из них заключается в том, что качество праймерис должно быть достаточно высоким, чтобы были определены действительно лидеры мнений и чтобы за них могли голосовать люди. В 3 муниципальных образованиях, где проголосовали большинство против всех кандидатов, прошли достаточно скандальные выборы. Там были и кандидаты лишены регистрации, а также некоторые кандидаты не были допущены к выборам вообще. Они потом обращались в суды, и суды подтвердили решение территориальных избирательных комиссий. И вот получается, что политтехнологи, которые действуют достаточно агрессивно, это их почерк, вот эти технологии пришли в Якутию несколько лет назад, но до Южной Якутии они добрались вот только нынче. Должны учитывать возвращение графы против всех, и получается, что если раньше достаточно было снять таких
ярких кандидатов, и это обеспечивало победу, проходимость вот их кандидатов, в пользу которых действовали вот, юристы, специализирующиеся на выборном законодательстве, то теперь наличие графы «против всех» не обеспечивает прохождение того или иного кандидата. А теперь выборы в 3 муниципальных образованиях будут назначены дополнительно. Вот основные выводы из сентябрьских выборов 2015 года. Возвращение графы «против всех» и качество праймериза «Единой России» должно быть более качественным.